Он играет с детьми? Да. А как он играет? С горки с ними спускается, до гонялки играет. А в это время он смотрит в глазки, общается? Нет. Как только дети перестали, он отошел. Провоцирующий фактор, что угодно. Сделали обрезание, не предупредив ребенка. Поменяли горшок, сделали ремонт в его комнате. Это может быть в любой... Провоцирующий. Уехал папа на заработки. То есть не подготовил ребенка. А следующий такой момент, что как ребенка подготовили. Да, то есть если мама говорит, папа такой сякой плохой, он нашел новую тетю, ты останешься со мной. Или папа говорит, вот мы нашли новую маму, идем со мной, да. Зачастую детки, нормотипичные детки на эту тему не всегда говорят. Что касается прививок, раньше очень часто думали, что да, прививка может спровоцировать, потому что раньше была КДС-вакцина, сейчас пятивалентная, в составе имеется ртуть, которая провоцирует развитие аутизма. Сейчас уже практика доказывает, что, скажем так, 80 на 20%, 80% что нет. Не всегда прививка может повлиять на развитие аутизма. Привет, это очередной выпуск цикла «Мне не страшно», который Академия трех медведей пишет вместе с общественной организацией ИРУДА и национальной сетью «Ранний старт». Именно они нам помогли найти специалистов и героев. Мы будем говорить откровенно о детях с аутизмом, о семьях, воспитывающих ребенка с особенностями развития, о специалистах, которые работают с детьми и их родителями. Меня зовут Зибота Джибаева. Сегодня у нас в гостях Гульчихра Эргашева, менеджер программы раннего вмешательства общественной организации ИРУДА. Здравствуйте, Гульчихра. Наша сегодняшняя тема о том, как важно вовремя обращаться к специалистам. Американская академия педиатрии, например, рекомендует показать специалисту на аутизм ребенка в возрасте с 18 до 24 месяцев. Это действительно так важно? Или сейчас, в принципе, можно как-то самостоятельно определить, нужно или нет? Дело в том, что как только ребенок рождается, он, естественно, находится на учете патронажной медицинской сестры и семейного врача. Естественно, очень важную роль играет эта команда. Насколько они отслеживают развитие ребенка от момента рождения до 1,5-3 лет. Естественно, если возникают первые звоночки, очень важно, как ребенка перенаправляет участковая сеть, куда перенаправляет. Зачастую 80% случаев мамы сами начинают бить тревогу. Мне не нравится мой ребенок, особенно если второй и третий ребенок. Что-то он не смотрит, он играет сам по себе, он не реагирует на меня. Да? То есть я даю игрушки, а он с игрушками не играет. К деткам он не подходит. И вот здесь очень важно, если специалист квалифицированный, он разбирается в этой системе, он его перенаправляет правильно. Зачастую как происходит? Ничего страшного, не переживайте, ребенок еще маленький, он немножко чуть позже заговорит. Да? Или же члены семьи могут сказать, папа поздно заговорил, это хорошо, это нормально, не обращай внимания. Дело в том, что акцент идет именно на речь, а в других направлениях зачастую внимания как такового не обращают. И здесь вот как раз-таки важный пункт, когда не упускаем золотое время. До 3 лет. Время как раз до 3 лет, да? Да, потому что очень интенсивно идет развитие нейронов головного мозга, когда ребенок до 3 лет активно изучает все абсолютно вокруг себя социально, да, и ребенок это впитывает как губка. Позже, да, это будет, но не настолько активно и не настолько интенсивно, как у ребенка до 3 лет. К сожалению, в своей практике я очень часто слышу от родителей такое мнение, что мне сказали, нужно это делать после 3 лет. Нет, вы опоздали. Вот до 3 лет. Как только ребенок родился, пошла коммуникация, пошло общение. Как раз-таки именно до 3 лет ребенка ни в коем случае нельзя отдалять от мамы. У нас вот в населенных пунктах наш менталитет такой, что зачастую ребенок дома, невестка занята делами. И как раз-таки вот этот момент упускается. Пока ребенок начнет ползать, пока он к маме подползет, когда он к ней протянет ручки, упустится это время. И ребенок должен быть постоянно под вниманием, с ним нужно всегда общаться, уделять ему время, играть. Мы перестали играть с детьми, мы перестали с детьми разговаривать. Идет мамочка по улице, ребенок рядом, но почему-то мама не повернула в сторону ребенка, не общается с ним, у нее в руках телефон. К сожалению. Кормит мама грудью, в это время она больше, наверное, думает, переживает о каких-то других своих проблемах, нежели смотрит на лицо ребенка и с ним общается. То, чего делали наши бабушки и дедушки. То есть это очень важный момент. А как я могу, например, понять, что необходимо? Что меня должно, как маму, насторожить в поведении ребенка,
Вот прям визуально, возможно, даже первые признаки о том, что мне действительно нужно прямо сейчас к специалисту. Вот вы знаете, Зибо, зачастую, если мама первородка, она не всегда на это обращает внимание. Есть мамы, которые молодцы прям. Зачастую, когда происходит первый звоночек, когда я начинаю второго ребенка сравнивать с первым. Первое, что меня может насторожить, я ребенку улыбаюсь, а он не улыбается. Я даю ему игрушки лежат рядом. Второй момент, такой момент, что это было у него, и вдруг это пропало. Вот очень часто он говорит, он разговаривал, да-да, мама, тянулся ко мне. Я заметила, что он перестал говорить, он меня не зовет, ему не интересно, что я зашла в комнату. Я стала его звать по имени, вдруг он не поворачивается, я испугалась, я думала, он не слышит. И что делают мамы? Они бегут к лор-врачу, проверяют слух. Благо, сейчас в этом плане ситуация улучшилась. Молодцы специалисты ухо, горло, нос, они просто перенаправляют к невропатологам, неврологам или же перенаправляют к нам в центр. Говорят, проверьте сначала на аутизм, после того, как они проверили слух. Слух хороший, идеальный, 90% ребенок слышит хорошо, они уже перенаправляют к нам. И вот здесь уже мы делаем диагностику. Обязательно смотрим, мы задаем наводящие вопросы. То есть, смотрите, мама может еще также обратить внимание на то, что на детской этой площадке ребенок перестал к деткам подходить. Или подходит, забирает игрушку, садится рядом, и он рядом играет. Но контакта нет. Вот на это иногда мы не обращаем внимания. Он играет с детьми? Да. А как он играет? С горки с ними спускается, догонялки играет. А в это время он смотрит на глазки, общается? Нет. Как только дети перестали, он отошел. Или же мама говорит, да я боюсь, вдруг он испачкается, увожу его от деток. То есть мы сами ребенка своего уводим от деток. Или говорим, на нашей детской площадке нет деток, нам не с кем играться. Вот, к сожалению, только я и ребенок в доме, поэтому я думаю, что, скорее всего, в этом причина. Что мы просто с ребенком одни. Нет. Достаточно одной мамы для общения, чтобы коммуникация не исчезла. Достаточно одного папы, который хотя бы полчаса по вечерам уделяет время ребенку, уже коммуникация будет замечательная. То есть здесь идет такой акцент, если мама, папа очень такие большие молодцы, общаются с ребенком, игрушки рядом, да, то есть ни на телевизоре, ни на телефоне, ни домашние дела, и вдруг у ребенка эти навыки пропадают, элементарные, то есть навыки, которые отвечают за общение. Это я посмотрела в глазки, социальная улыбка. Мама зашла, я улыбнулась ей, я обязательно потянула ручки в сторону мамы. То есть ребенок до 3 лет – это такое интересное существо, которое без внимания, не может. Он постоянно будет к себе требовать внимания. Вот вспомните своего ребенка, когда родилась. Как только вы заходите в комнату, что ребенок делает? Он начинает плакать. Да. Просто плача в вашу сторону, да. И как только вы его подняли, он улыбается, он успокаивается. Да. Это есть коммуникация. Практика показывает, что 2-3-месячный ребенок, которого мама прикладывает к груди, у них нет вот этого запроса «дай мне грудь», посмотреть на маму, да, почувствовать ее запах, приложить ручки. Ребенок уже не реагирует на маму. Первые звоночки можно уже там увидеть, как только ребенок родился. Уже будет заметно, что реакции никакой не будет. Да, вот, элементарно. Я знала ребенка в 6 месяцев, который мог спокойно сидеть, смотреть мультики, и мама думала, какой идеальный ребенок, первородка. Игрушек много, на игрушек реакции не было, но на телевизор он просто на мультики смотрел как зомби, без эмоций, без разделения интересов. Он не реагировал на мультики никак, он просто смотрел и все. Но мама думает, как хорошо, мне повезло, я успею столько дел переделать. Ребенок, да. Замечательный ребенок. Первые звоночки были какие? Когда выходили на улицу, это начинался ребенок просто убегал. Он не подходил к деткам. Он не понимал чувство страха, он мог побежать на улицу, на дорогу под машину. Он мог часами кидать камушки в арык. Мама говорила, он такой молодец, он так любит, замечательно обожает природу, он часами кидает камушки в воду. А смысл? Есть в это время разделение с вами? Нет. Но не могу оттащить. Или мама говорит, он обожает, он такой молодец, у него память замечательная. Мы идем только по одному и тому же маршруту. Мы постоянно гуляем хорошо. Он такой ревнивый, он меня обожает. Он не разрешает, чтобы я с кем-то разговаривала на дороге. 3 секунды он меня тянет. Это есть первые звоночки. А у меня сейчас волосы дыбом встают. Моя дочь начинала кричать, если я останавливалась с кем-то на улице, разговаривать. Вот вы сами
сами дали хорошую подсказку, что насколько правильно будет подход к ребенку, насколько интенсивно будет коммуникация, чем меньше будет ребенок до 3 лет болеть, да, то есть провоцирующие факторы, тем мягче пройдет. Если есть генетически заложено ген аутизма, оно пройдет мягко, оно пройдет незаметно. Ребенок будет коммуникабельный, ребенок будет общаться. Да, возможно, в какой-то период жизни будут какие-то моменты, где ему нужна будет дополнительная помощь. В совете в деле, но он проскочит, и все нормально, все хорошо. То есть самый важный период именно до 3 лет? До 3 лет. Вот я прям хочу, чтобы меня все об этом услышали. До 3 лет прям бейте тревогу. Смотрите, как ребенок смотрит, смотрите, как он разговаривает. Второй, к сожалению, часто родители говорят, а если я проведу обследование? Зачастую у нас в Таджикистане, когда проводишь электроэнцефалограмма, замечательно, МРТ ничего серьезного не покажет, анализы крови будут все хорошо. Внутриутробно мама просит узнать, не будет внутриутробно, ребенок будет развиваться, все замечательно. Плюс ребенок рождается, он в глазки-то смотрит, общается. Регресс когда начинается? Обратный процесс. Перестает все забывать. В 1,5 лет. Вот с 9 месяцев плюс-минус 1,5-2 года мама говорит, перестал. Провоцирующий фактор, что угодно. Сделали обрезание, не предупредив ребенка. Поменяли горшок, сделали ремонт в его комнате. Это может быть в любой... Провоцирующий. Уехал папа на заработки. То есть не подготовил ребенка, что я скоро уезжаю, я тебе буду пока-пока, мы будем с тобой по телефону. Вот смотри, как мы с тобой сейчас по телефону будем говорить, да? Нету. Семья решила переехать в другой город. Не подготовила по поводу самолета, да? То есть у нас в практике это было, мы готовили ребенка 3 месяца для того, чтобы он понял, что он сядет в этот самолет и он улетит. Но это вы уже знали о том, мы знали. И чтобы не было провоцирующих факторов. Вот если нет вот этих моментов, то есть зачастую мы что думаем? Как только ребенок родился, социальные факторы, некоторые моменты, ребенок уже начинает учиться. То есть его для этого обучать не нужно. То, что делает нормотипичный ребенок, то есть, да, он понимает, что нужно заплакать, что подошла мама. Я должен подойти, улыбнуться маме в лицо, и мама на меня посмотрит. Я должна показать игрушку любимую, и мама отреагирует, да. То есть элементарные вещи, то, что ребенок делает, он использует отлично мимику, он использует жесты. Для ребенка с аутизмом мы пошагово прям это показываем, обучаем, что и является трудностью для родителей. Плюс мамы говорят, вы знаете, если мой ребенок заговорит, все будет хорошо. Речь не главный фактор. Вот, кстати, я хотела поговорить о мифах. Речь не главный фактор. И мама говорит, я уверена, Гульчахра, мой ребенок заговорит, аутизма не будет. Есть наши практики, когда у нас действительно детки говорят. Ко мне приходят детки, которые знают 2 языка, и неплохо. Но как только вы начинаете общаться, он свою речь к вам не использует, он просто начинает молчать, он уходит от ответа, он быстро скажет «да», лишь бы его оставили в покое. Как только со стороны социума идет прессор, начинается активно ему задавать вопросы для того, чтобы он раскрылся, показал свой потенциал. Да, не хочу этот диагноз ставить. Ребенок закрывается. А развод родителей может стать причиной? Все зависит от того, как этот процесс протекал. Было ли это на дружелюбной основе? Раз. Играет все-таки тот момент, что в каком возрасте ребенок был, когда родители расстались. Следующий такой момент, что как ребенка подготовили. Да? То есть, если мама говорит, папа такой, сякой, плохой, он нашел новую тетю, ты останешься со мной. Или папа говорит, вот мы нашли новую маму, идем со мной, да? Зачастую детки, нормотипичные детки на эту тему не всегда говорят. Да. Это должен быть такой крутой, развитый мальчик, в себе уверенный, да, что может сказать, мам, пап, нельзя. А представьте, ребенок с расстройством аутистического спектра. Он сразу уходит в себя. Он очень долго думает, в чем проблема, почему это произошло, почему папа нет дома, почему он не приходит. Но сказать он об этом не всегда может. То есть внешне будет казаться абсолютно спокойный ребенок. Ну нет, папа, и не надо. То есть мама иногда говорит, ушла я из дома, он от меня не отреагировал, ему все равно. Нет, не все равно. Они все чувствуют, они все понимают. Проблема в другом. Сказать и объяснить. Вот в чем проблема. То есть для меня легче, я не знаю, с техникой, с чем угодно, чем с живыми людьми. Допустим, у меня аутизм, да, вот с техникой проблем не будет. Задание дали, я это докопаюсь, я найду, все сделаю. Но вот просто пообщаться с людьми, тем более, если человек доминирующий, если он очень много от меня что-то хочет, чего для меня нет такого большого желания и стимула сделать, мне будет тяжело, я, скорее всего, закроюсь.
Да, такой момент. Или же я это делаю очень быстро для того, чтобы этот человек от меня просто отстал. Или же я дам понять, что да, я не хочу с тобой общаться. Да? А вот этот развод, он может спровоцировать. И это может случиться в любом возрасте? В любом. Но зачастую мы говорим, что регресс до 3 лет, да, после постарше не всегда это может являться аутизмом, но в нашей практике показывает наш центр, видит, что мальчик учился в 5 классе, да, 8-я школа. У него начались серьезные проблемы, и когда мы его посмотрели, да, там были черты. Но он конкретно сказал: со мной все хорошо, я не хочу, чтобы со мной говорили и меня обследовали. Не надо. То есть все также зависело от того, как мама преподнесла, куда он приходит. То есть нам нужно было 3-4 встречи провести для того, чтобы он нас к себе подпустил. И мы просто хотели с ним поговорить. И там были серьезные сложности. Был очень узкий круг интересов. То есть он понимал, что да, вот это закон, это правило. Но почему другие люди не придерживаются? Он часто маме задавал вопрос: мам, вот это же так? А почему люди не делают? Почему люди врут? Элементарно, почему люди врут? А почему они меня не понимают? А почему они надо мной засмеялись? Я же ничего плохого не сделал. То есть социально понимать, почему люди это делают, нашим деткам сложно просто потому, что они не врут. Они не умеют это делать корыстно. Они не понимают, что такое использовать другого человека. Они не понимают, что такое обман, что такое издевательство. Да? То есть, вот, грубо говоря, мальчику в школе, мальчику с аутизмом сказали: иди вон мальчика толкни, пусть он упадет. Мальчик упал, все засмеялись. И он засмеялся. И когда он домой, и его потом отчитали, он домой приходит, и маме говорит: я сегодня одного мальчика толкнул, было смешно, мы посмеялись. Я говорю: а ему было больно. Он говорит: почему? Это же было смешно. Я говорю: а почему ты его толкнул? Мне ребята сказали. Я говорю: нельзя делать то, что говорят ребята. Он говорит: почему? Они же мои друзья, они мне плохого не скажут. Да, то есть вот такие моменты есть. И это очень немножко сложно, опасно. И в принципе, наверное, мы в 2 раза больше готовим во взрослую жизнь деток с аутизмом, да, нежели нормотипичного ребенка. Нормотипичный ребенок, он как учится? Он видит социально, он наблюдает, он анализирует, он увидел отношения, он для себя сделал вывод. А ребенок с аутизмом это поймет в буквальном смысле. Гульчихра, раннее вмешательство. Что же в себя включает эта программа? Какие этапы проходит ребенок, да, вот именно в раннем вмешательстве? Ну, смотрите, раннее вмешательство – это период от 1,5 лет. Есть детки 1 год и 2 месяца уже приходят, да, до школьного периода, до 6-7 лет. То есть эта программа все-таки предназначена для семьи в первую очередь, в помощь семье, у которой есть ребенок с особенностями, для того, чтобы семья могла обучиться, помогать своему ребенку в повседневной жизни, в естественной рутине. То есть, элементарно, самообслуживание, да, держать ложку, кушать самостоятельно, ходить на горшок, да, в социальном отношении, общаться в садике с детками, общаться на детской площадке. То есть есть некие подходы у нас, свои инструменты, которые мы для этого используем. Также программа раннего вмешательства направлена в помощь и самому ребенку, для того, чтобы адаптировать среду вокруг ребенка. Также эта программа включает работу с членами семьи, то есть это не обязанность только папы или только мама, это обязанность всей семьи работать с его ребенком, да? И здесь очень важный момент такой, что наша задача в итоге получить очень сильно, скажем так, обученных родителей, с огромным багажом уверенных в себе родителей, которые уходят в нашу программу и которые знают: да, я могу. Я сумею своему ребенку помочь. Да, я могу его поддержать в любой ситуации. От нас уходит с нашей программы наша задача, чтобы ребенок пошел в детский сад, в социум. Потому что все-таки садик – это фундамент школы. Да? Наша задача, чтобы ребенок научился общаться в любой естественной среде. То есть задача программы раннего вмешательства – обучить ребенка жить и использовать все, что в его жизни есть, в естественной среде. Не только в нашем центре. Ребенок пришел, позанимался, ушел. А дальше? Он вышел за дверь. А дальше что с ним происходит? Навыки, которые он у нас приобрел, он использует там.
То есть программа не работает, если не задействованы родители? Да, потому что вот элементарно, раньше как было? Приходил ребенок, садился за парту, да, то есть постсоветское пространство, мы как за парту мы занимаемся. Мы делали так. 2 недели от силы пошел результат. Со мной ребенок отлично. Мама за дверью, мама говорит, вы знаете, он при мне делать не будет, не вопрос. Как только за дверь выходит, проходит месяц, 2, 5, 6, и мама говорит, вы знаете, мне не нравится, а он не делает. Я не вижу, что вы с ним делаете. Хорошо, пожалуйста, садитесь. Мама на занятии сидит, мама наблюдает. Я как специалист работаю. И плюс я дополнительно маме говорю, смотрите, я это сделала, потому что надо вот это. Я сделала так для того, чтобы вы увидели, что он делает. Мама говорит, отлично. Домашнее задание? Будем. Справитесь? Да, конечно. Опять проходит какой-то период, мы опять понимаем. Мама говорит, с вами супер, он вас слушает, он понимает с вами он ждет, он с вами не капризничает, он с вами за столом кушает, а со мной нет. Наверное, он думает, что я его балую. Да, то есть он избалованный ребенок, меня не слушает. Мы поняли такой момент, что все-таки ребенок, который делает со мной и видит, что мама наблюдает, он с ней не будет делать. Мы говорим, отлично, все. В итоге, чего мы добились? Мама работает с ребенком, специалист в помощь. Вначале специалист показывает, объясняет, да, только потом мама начинает с ребенком работать. Плюс, помимо практики, у нас еще есть и тренинговый материал. Мы мам еще и обучаем, как это делать. Мы объясняем, что это делать. В итоге получается что ребенок все-таки думает, что он пришел поиграть. Им очень нравится у нас, они не хотят уходить там с такими слезы, крики, нет, я останусь. Да? То есть ребенок думает, что он пришел играть, а в реальности идет занятие. То есть используя сильные стороны ребенка, используя его желаемый предмет, то, что он очень сильно любит, мы начинаем с ним работать. То есть, если раньше за парту садились, ребенок плакал, у него была жуткая истерика, нет, так надо, это закон, давай, просто ужасно. Мама не выдерживает, говорит, ради Бога, все, не надо ничего, пошлите, у него истерика, не надо ничего. То сейчас он с удовольствием работает, он заходит, он начинает играть, да, он думает, что все, что там есть для него, да, это так. Но идет занятие параллельно. А каждому индивидуально подбирается? Да. Вот сколько деток у нас, столько аутизма. Ведь смотрите, помимо аутизма есть еще и характер. Помимо этого есть еще такой момент, с какой семьи ребенок вышел. Насколько внимания было уделено до этого, да? То есть ребенок абсолютно стерильный или все-таки какая-то работа с ним шла до этого? Плюс есть такой момент, что помимо аутизма есть сопутствующие нарушения. То есть там не чисто классический аутист. Если у ребенка только аутизм, за короткий период, даже самый сложный ребенок с аутизмом, он дает колоссальный результат. Он дает отличный результат. И прям видно. Короткий период это сколько? 3-6 месяцев точно. Есть детки, которые с сопутствующими нарушениями. Например, был такой момент, легкая форма, скажем так, и ребенок с нарушениями дополнительными. То есть помимо аутизма у него еще есть несколько нарушений, да, то есть тяжелая форма. И обучаешь горшку элементарно. Этот мальчик, первый вариант, он научится за 2 недели, за месяц, то второй вариант он может обучиться это через 2 года. 2 года. Но обратите внимание, 2 года. За это время родитель уже устает. Он выдохся, он говорит, не могу, все, хватит. Ребенок дает результат. Да, бывает. И, естественно, когда мы добиваемся результата, это для нас прям такой праздник, и мы очень часто об этом потом говорим другим мамам. А самое главное, при раннем вмешательстве, ведь одно дело, когда я специалиста послушала, а другое дело, когда я послушала такую же маму, как я, и что там мама сказала. Это очень важную роль играет. Или папа. У нас приходят, допустим, папы, они очень замкнутые, они очень сильно переживают. Зашли к нам в центр, увидели деток, говорят, ой, нет, я не могу, я вот вижу, мне плохо, и мне надо отсюда уйти. Но когда другой папа говорит, ты знаешь, а я вот с ним давно прихожу, и у нас вот такие результаты. Или, допустим, у нас один период был бассейн для деток с ограниченными возможностями, с разными, и папы там дружились. И ведь ребенок, и папа ведь совсем по-другому начинает себя дома вести. К нам приходят на занятия бабушки, потому что мама и папа работают. У нас бывает, что приходит нянечка, но желательно нянечка, которая живет в этой семье. То есть тот член семьи, старший брат, сестра, который приходит, мы его обучаем, мы делаем из него специалиста. И он это все переносит домой. И он говорит, ребят, вот здесь надо делать вот так.
Если он попросил, подождите, чтобы он на тебя посмотрел, и после этого дадим ему эту шоколадку, ну, грубо говоря. И он обучает всех членов семьи. И, ну, например, ушла мама на работу, ну, заболела, ну, что угодно, уехала в командировку, а ребенок-то остался. И если члены семьи в курсе, в теме, они это все слышат, они знают, они видят, то работа продолжается. Сейчас у нас идут онлайн-тренинги для родителей, которые только пришли в программу, которые уже какой-то период посещают. Мне чем нравятся наши онлайн-тренинги, тем, что слушает не только мама. В это время сколько членов семьи дома находится, они тоже могут это прослушать. И это очень важный момент. У нас на занятие пришла бабушка, свекровь, она решила посмотреть, что происходит. И она была так удивлена, а мы удивились, что она удивилась. Она говорит, странно, 2 часа с ребенком поиграли, игрушки показали, посмеялись. И он посмотрел, слово сказал. И он отреагировал. Мы тут по врачам бегаем, а с ним всего лишь нужно поиграть. И он начал разговаривать, и она такая, о боже, надо же, такое бывает. Она была очень сильно удивлена. То есть подход должен быть всесторонний. Если есть показания к медикаментозной терапии, нужно. Если показания, ну, я не знаю, там, поменять обстановку, да, поменять садик, это тоже нужно. Социализация обязательно. Плюс раннее вмешательство. То есть раннее вмешательство, оно ведь не только для детей с нарушениями. Оно в первую очередь для детей, кто в группе риска. То есть я по специальности, по профессии педиатр. И если я на участке видела ребенка, да, то есть я знаю норму развития, допустим, в 2, в 3, в 4 у меня всегда были шпаргалки под стеклом, все, я начинала до начала приема с ребенком играть, ручки, ножки, взгляд, реакциями, и что-то меня настораживало. Я маме говорила, смотри, ему 3 месяца, он вот это не делает, дома обрати на это внимание. И тут же говорила, вот здесь сделай так, на следующий месяц встретимся, ты мне скажешь, хорошо. Если я вижу, что там серьезная проблема, идет ухудшение, я его ребенка уже перенаправляю в ПМПК, к невропатологу, я на связи с этим узким специалистом, я уже делаю предвосхищение, я заранее думаю, что будет. Если я это упустила, завтра этот мой ребенок попадет на диспансерный учет. И дальше, извините, будет инвалидность. То есть, если сейчас, когда только первые звоночки, а мама говорит, ну он здоров, у нас ничего не беспокоит, он не болеет. Он не плачет. Он не плачет, все хорошо. Причем здесь я имею в виду в плане всех нарушений. Опорно-двигательная система. Я ставлю ножки, а ребенок не отпрыгивает. А он должен в это время делать? Ага. Так, давайте к ортобеду. Нужна его консультация. Что сказал вот это? Давайте срочно делать. А если это не буду делать, а ребенок уже стал стоять на ножке, и первые шажки пошли, и вот там я это увижу или мама увидит. Мама что скажет? Я к вам столько приходила, вы что, не заметили? Гульчихра, нет возможности у меня попасть в ваш центр. Вот, например, да, я просто сейчас гипотетически рассуждаю. Нет возможности, я заметила какие-то нарушения. Я сходила к педиатру, нас посмотрел нейропатолог. Где найти специалиста? Кто еще? Какой специалист мог бы мне помочь, если я, например, нахожусь не в Душанбе? Ага. Благодаря организациям ВОЗ, Каритас, ЮНИСЕФ мы обучили 100 специалистов по Таджикистану по диагностике аутизма. Сейчас мы в партнерстве работаем с Хатлонской областью, БАУ и СОГД. То есть есть организации, которые и медицинские учреждения, которые могут проводить диагностику. Мы с ними на связи. Если вдруг они видят, что где-то им сложно, то мы обязательно им в помощь. То есть мы контролируем этот процесс тоже, да, то есть общественная организация. Смотрим, контролируем, консультируемся. То есть обследование можно провести в том регионе, где родитель живет. Единственное, что какая проблема в очень дальних регионах, да, ну, например, если взять БАО, например, в самом Хароге есть наши девочки обученные, которые могут проводить диагностику раз. Дальние регионы, к сожалению, им легче, конечно, приехать в Харог, нежели в Душанбе.
Да, вот в очень дальних регионах там, да, действительно нет специалистов. Но все-таки какая-то помощь есть, особенно в зимний период, когда дороги закрыты, им в Душанбе сложно приехать. А еще если маме правильно дали информацию, что позвони, запишись, и тебя посмотрят, а мама взяла и приехала, да, в это время еще 5 человек записано. Почему такая сложность? Потому что все-таки диагностика, она занимает от 1,5 до 2 часов, 2,5 часов. Все очень индивидуально. Бывает так, что мы ребенка смотрим по нескольку раз. Бывает так, что мы ребенка смотрим в его естественной среде. Мы можем посмотреть его дома. Если ребенок ходит в садик, мы идем в садик. То есть для нас очень важно не торопиться и не ошибиться в диагностике. Наша первостепенная задача исключить аутизм, да, нежели его поставить. То есть и чем легче форма, тем сложнее ее определить. Почему еще очередь? Потому что у нас помимо обследований есть очень много другой работы. То есть мы работаем с семьями, мы работаем с детками, мы проводим консультации, мы проводим тренинги, да, с госструктурами, мы проводим тренинги со студентами. То есть это очень много времени занимает. И получается на данный момент, что в нашем центре диагностику проводим я и наш директор Лола Насреддинова. И всего лишь у нас есть 1 день в неделю. Вот. А вот теперь представьте, что еженедельно, если детки приходят и записываются. Порой бывает, что мы нарушаем свой график, мы в неделю 3 раза принимаем. Да, ну, значит, какая-то другая работа стоит. Да? То есть очень важно. В чем проблема? В том, что как только ребенку в ПМПК, опять-таки повторяю, или же неврологи, невропатологи, да, или же, например, другие узкие специалисты ставят раз под вопросом аутизм, говорят, сходите, обследуйтесь. Вот само слово аутизм, возникает паника у родителей. Они говорят, мне сейчас срочно, я не спать, не есть не могу, я переживаю. Или же семье уже поставили диагноз, они не верят, приходят к нам, говорят, исключите. Вот здесь сложнее, вот здесь у меня больше времени уйдет на обследование. То есть помимо того, что я ребенка должна посмотреть, убедиться, правильно ли поставлен диагноз, я должна правильно, квалифицированно, щадяще, да, чтобы психику не нарушить, так маме и родителям объяснить, чтобы они сами это увидели. Я зачастую что делаю? Я задаю наводящий вопрос, говорю, а посмотрите, а делает ли он дома? А как вы думаете? Вот сейчас в норме ребенок должен был сделать так. Посмотрите, как он сделал. То есть моя задача, чтобы родитель сам увидел эту проблему и сказал, да, я ее вижу. Да, я должен с ним работать. Да, мне нужно что-то дальше делать. К сожалению, поэтому, да, у нас есть такой момент, что в очереди, но уж слишком долго, если месяц где-то. И мы ребенка обязательно смотрим. А много так людей обращаются? Да, к сожалению. В неделю, минимум 4. Минимум 4-5 ребенка приходит. Кто приходит с готовым диагнозом, говорит, на занятия, а кто-то приходит просто на консультацию дальнейшую, а кто-то говорит, да, мне нужно, чтобы вы мне еще раз посмотрели, исключили. То есть ребенок перенаправлен к нам с диагнозом, там есть уже несколько компонентов. Например, минимальная мозговая дисфункция, задержка речевого развития, задержка в общем развитии и расстройство аутистического спектра под вопросом. И, пожалуйста, вот тут все нормально, мы поработаем, а вот где расстройство, пожалуйста, нам его исключите, да? Хорошо, и мы уже начинаем смотреть. И по ходу обследования, так как и я по специальности медик, и Лола Насреддинова медик, мы уже приблизительно видим, что остальные диагнозы, да, они тоже присутствуют, да? То есть и задержка присутствует, и нарушение речи присутствует. Поэтому, да, нам больше времени занимает. Если бы это занимало 10-15 минут, возможно, мы за этот же день больше деток приняли бы. 5-6. А тут всего 1-2 ребенка, 2 примем и все. Потому что, например, если я в день посмотрела 2 детей, я очень сильно устаю. Это очень тяжело, очень тяжело. Потому что эмоционально, да, сильно. Ненавижу конец говорить диагноз. Если его нет, я прям... А когда сказать, что он есть, потому что как только вы говорите диагноз, родители тебя дальше не слышат. Они выключаются. Все, они отключаются. И вот здесь их не потерять. Потому что есть родители, которые говорят, мне нужно время, неделя-2, да, он в себя пришел, он через себя это все пропустил, он приходит, говорит, что дальше делать? Есть родители, которые говорят, нет, я вам не верю. Естественно, идет к узким специалистам, где ему говорят, не переживайте, у вас всего лишь задержка речи, он просто избанил, все хорошо. Но ей это нужно было услышать. И она мне звонит, говорит, спасибо большое за ваши услуги, нам исключили, у нас все хорошо. Но практика показывает, что в 80% случаев эта мама к нам возвращается после 1 класса.
когда она самая явная. Когда уже проходит такой большой Вот представляете, сколько времени потеряла. Да. А она к нам шла в 2 годика. А ребенок попадает в 7 лет, 8 лет. За 6 лет это был совсем другой ребенок, если с ним поработать. Гульчихра, а должен ли 24 часа в сутки с ребенком заниматься специалист? Или это все-таки работа, большая работа родителей? Вы знаете, зачастую к нам, когда приходят родители, вы правы, они говорят, что вы специалисты, вы обучены, вы хорошо знаете, я вам заплачу, мне нужно, чтобы 5 раз в день, по полдня вы с ним занимались. Практика показывает, что специалисты справятся, но ребенок чисто физически, он ведь не выдержит. И что такое занимались? Посидели мы с ним за партой, показала я ему буквы, цифры, а дальше что? Все-таки работа с ребенком идет 24 часа в сутки, по сути. Но она, как я уже говорила, проходит в естественной среде с родителями, с детками. То есть его рутина должна быть там. Вот пошел ребенок руки мыть, идет занятие с ним. Ребенок захотел в туалет, он попросился. Вы начинаете с ним работать. Мама пошла готовить, кушать, ребенок подошел, мы зачастую что говорим? Иди поиграй, я сейчас подойду. Мама начала картошку чистить, ребенок рядом, пошла работа. Дай картошку. Картошка. Положи в воду. Ой, 1 картошка, 2 картошки. Ребенок захотел печеньки, попросил, пошла работа. Угу. Без проблем. Зрительный контакт идет? Идет. Просьба идет? Идет. Речь пытается ребенок, говорит. Академические навыки, пожалуйста. Форму печенек сказали, цвет сказали, сколько штук сказали. В естественной среде ребенок быстрее этому научится. Так плюс просто давай печенюшку ребенку, вы работаете в 5 разных направлениях. Почему мы и говорим, что нужно акцент на семью делать? Обучать семью, потому что специалист же не будет уважить 24 часа в сутки. А ребенок растет. И каждый раз вы будете менять специалиста. Это и финансовая затрата, это и поиски хорошего специалиста. Хорошо, ребенок растет, специалист классно, супер справляется, но ребенок же останется с вами жить. И когда-нибудь специалист уйдет из семьи. А что дальше? И вы не обучены этому. Насколько хорошо я, как мама, знаю своего ребенка, чтобы справиться, например, ночью. Все, ребенок проснулся, у него бессонница. Я не буду звонить специалисту: здравствуйте, вот сейчас мой ребенок не спит. Он и не приедет ко мне, специалист. Он даст рекомендации по телефону. А вот как я их выполню? Это уже другой вопрос. А теперь представьте маму, которая прошла тренинг, да? Угу. Семья, которая понимает, что происходит. Семья, которая хорошо проконсультировалась и уже практикует дома этот момент. Например, был такой случай, когда мама говорит: мы переехали в новый дом, сложная проблема, не можем адаптироваться. Мы работали, все хорошо. Теперь мама говорит: я все-таки хочу научить его спать отдельно, но, к сожалению, он без меня никак не спит. Вот мой запах, что-то мое, он должен меня трогать, я не знаю, но он должен прижаться ко мне. Хорошо, мы и в этом направлении поработали. Мы маме сказали, что он любит. Приоритеты ребенка, сели, обсудили, где находится кроватка, как лежит мама, что он обожает из ее вещей. Мы просто адаптировали ситуацию. Мама его подготовила, и я сама была удивлена. Через 2 недели ребенок стал спать один, спокойно. То есть, да, но, например, или же, например, родители говорят: к нам домой не надо, давайте работать у вас в центре, вот там все есть, столики, стульчики, хорошо. Ты у нас позанималась, вместе поработали, все замечательно, мы дали домашнее задание, а ты его где будешь выполнять? Дома есть столик, стульчик? Нет. А он уже привык, он закрепил. А куда? Мы, наверное, купим. Хорошо. Это все-таки затрата. А если у семьи нет возможности? Все-таки наша программа, она направлена на семей любого уровня. Использовать то, что у них сейчас есть. Опять-таки рутина. Или мама говорит: у нас нет игрушки, у меня нет возможности ему купить такие дорогие игрушки. Хорошо, давайте используйте то, что у вас есть дома. Что он любит? Он обожает белые листы, не знаю. Он обожает шнурки. Отлично, давайте с этим работать. Самое главное — быть замечательным детективом и наблюдать за своим ребенком. Ведь ребенок своим поведением, жестом, просто взглядом, он дает столько информации. И это только будет мне на руку, мне как маме, использовать вот эти инструменты, эту информацию для того, чтобы работать с моим ребенком. И когда родитель к нам приходит, и он начинает рассказывать про своего ребенка до детальных подробностей, это очень хорошо.
у нас уже вырисовывается картина. Плюс, если мы видим, что есть запрос при домашнем визитировании, мы услуги предоставляем дома. Но для чего? Есть все-таки какие-то моменты, которые нужно обучать ребенка на месте, показать маме, да, что вот здесь нужно делать так, давай попробуем вместе. И мы это делаем дома. Есть мама, которая говорит, у меня проблема на детской площадке. Не вопрос. Или мама говорит, я живу на 12 этаже, лестницу мы боимся, мы лифта боимся, мы из дома не выходим. Окей, давайте работать в этом направлении. Но бывают такие ситуации, когда семьи говорят, и я не могу приходить в центр, я вижу этих деток, мне страшно, я боюсь, что на моем ребенке будет клеймо, а вдруг он у них чему-то научится заниматься только дома. Но проблема аутизма – это коммуникация. Дома он всему научится, но если он из дома не научится выходить, тут практически нет результата. Да. Я тогда с Зухрой, мы говорили о карточках в прошлом выпуске, насколько важны вот они. Просто мне самой интересно, да, карточки, индивидуальные они или нет, или вот этот вот момент такой вот, казалось бы, мелочь. Но Зухра говорит, я вообще не верила в то, что они будут мне помогать. Да. А они реально помогают. Как раз-таки именно начать немножко сложно. Родители думают, что ребенок будет очень сильно от этого зависеть. Или же они думают, если я начну использовать карточки, мой ребенок так и не заговорит. Или же родители говорят, вот не лень это делать, но не хочу я с этим возиться, я сейчас все дома испорчу. Или же мама говорит, у него очень серьезная сенсорная потребность, он просто разрывает эти карточки на части, он их серьезно не воспринимает как инструмент, с помощью которого можно работать. Это техника PECS. Для чего эта техника нужна? В первую очередь для коммуникации, для общения. Ну, например, вы захотели изучить английский язык. Вы же используете словарь. Вы выучили несколько слов, но вам надо составлять предложение. Вы теперь не каждый день, но периодически подглядываете в него. Подглядываете. А теперь представьте, что вы в совершенстве им владеете. Нужен вам этот словарь? Ну, думаю, что... Думаю, что нет, он у меня в полке будет лежать. Да? Вот то же самое, это грубейший пример для того, чтобы было легко понять. То есть эта карточка мне нужна для того, чтобы я начала общаться, для коммуникации. Мне легче принести маме карточку и показать, что я хочу, нежели плакать и просто смотреть в этом направлении. И мама начнет, это хочешь? Ты вот это хочешь? Что ты хочешь? У мамы стресс, мама нервничает, ребенок нервничает, и во что это выливается. Да, я могу просто наказать ребенка, ты избалованный, я не могу понять, скажи, что ты хочешь, так он не говорит. Так он тебе показать не может, он глазками посмотрел, он-то понял. И он думает, что я увидел, я понял, мам, чего ж ты не понимаешь, куда я смотрю? Но эти карточки нужны не всем, да, деткам? Если ребенок вербальный, коммуникабельный, то есть он разговаривает уже, да, идет нарушение коммуникации, то оно и не нужно. Если у ребенка только слова, он не может составлять предложение, пожалуйста. Если у ребенка сложности в понимании рутины дня, то мы эти карточки используем как расписание. То есть это карточки наши служат для расписания ребенка, чтобы ребенок мог понять, я проснулся, как мой день протекает, что я сегодня буду делать, куда я сегодня поеду. Первый момент. Второй момент, если ребенок невербальный, он что-то хочет, он не знает, как это показать, мы используем карточки для того, чтобы появилась речь и слова, и просьба. С помощью карточек я могу понять, куда мой сегодня ребенок хочет пойти. Или ребенок может понять, куда сегодня мы идем с мамой и чем мы будем заниматься. Иногда к нам на обследование приходит ребенок, он начинает плакать. Я говорю, а что вы ему сказали, куда вы идете? Я сказала, мы идем к доктору. Или мама говорит, я ему ничего не сказала. Я взяла, и мы пошли. Я говорю, представьте на секунду, вы сидите дома. Обычно мы, когда женщины дома, мы неухоженные, да, в домашней одежде, и вдруг приходит муж, говорит, собирайся, пошли. И первое, что мы спрашиваем, куда? Он говорит, потом объясню, собирайся, пошли. Мы уже что делаем? В замешательстве, мы начинаем волноваться, и вдруг мы все-таки спросим, так мы в магазин или в гости? Я должна знать, чтобы одеться соответствующе. Он говорит, потом все скажу и покажу, одевайся, пошли. Оделись и вышли. Вот представляете, вот что идет? Нарастающее волнение, пока я выхожу из дома. Куда же он идет? У меня миллион мыслей в голове будет. А теперь представьте ребенка с аутизмом. Если вы ему не показали карточку, если вы мне не сказали, мы идем к тете Гуле поиграть. Вот если он слово «идем и поиграть» понял, уже хорошо, вот кто такая тетя Гуля. Если меня не подготовили, у меня будет серьезный стресс. Я буду плакать. Пока он в комнату не зашел, не увидел игрушки, увидел, что его не трогают, он может свободно играть, у ребенка стресс, он плачет.
Есть ребенок, который спокойно зайдет, он изучает, он смотрит, ему интересно, он будет ждать, а что же будет потом. Тогда да, полегче. Я просто попыталась привести пример более сложной ситуации, когда сложно справиться. Или же, например, был такой момент, что привезли ребенка на обследование, договорились в 11, ровно в 11 я захожу, семьи нет, что у него была истерика, он плакал, и мы его увезли. Почему? Он дико боится больницы. А что вы сказали? Мы идем к доктору. И вышли ваши девочки в халатах. Да, то есть они были в форме, вышли, потому что они работают с детками, и все. Вы где? Мы доехали до полдороги, говорю, возвращайтесь. И при этом тоже, что он любит? Вот это. Ага, хорошо. Я сняла свой халат, я взяла. У вас с собой есть эта еда? Да, потому что во время обследования есть такой пунктик, когда мы проверяем, насколько ребенок социально может просить желаемый предмет и как он это делится с семьей. Да? С маме показывают, у мамы просит, у специалиста просит. Вы с собой привезли? Да. Как только вы подъедете, я подойду к вам, вы мне немножко тихонечко дадите, хорошо. У меня уже пошла работа прямо на улице. То есть настолько его заинтересовало, что он без плача со мной спокойно зашел. Папа очень удивился. Говорит, как? Я говорю, я его просто подготовила. Он понял, что от меня ничего плохого не будет. Да? Обычному ребенку вы можете сказать, мы сейчас поедем в одно место, мы будем играть. И ребенок уже эту картинку рисует в голове. Угу. А ребенку с аутизмом? Ему сложно куда-то, чего-то. Да. Ему, то есть, надо настолько детально это все объяснить. А если он еще вербально, он еще кучу вопросов вам задаст. А зачем? А для чего? А что она со мной будет делать? А мне надо вообще туда ехать? И он приедет, будучи закрывшимся. Это вот настолько такая тонкая грань, то настолько, как родители отреагировали, насколько он чувствует своего ребенка. Любого ребенка, мне кажется, не только с аутизмом. Гульчихра, я прошла, точнее, мы с ребенком прошли программу. Месяц, 2, 3, год. Я не вижу результатов. Такое бывает? Бывает. Бывает в каком плане? Результат, он есть. Но здесь очень важную роль играет запрос родителя. Он завышенный, да? Да, зачастую бывает завышенный. Хочу, чтобы вот это было сейчас. Но потенциал своего ребенка не учитывает. Это первый момент. Второй момент, когда у меня запрос завышен в каком плане? Вот есть у меня 2 деток, да? У мальчика нет, у девочки аутизм, да? И я от нее буду требовать больше, чем от мальчика. А она мне сделала ровно столько, сколько она может. То есть без результата ни один ребенок программу раннего вмешательства и другие наши программы не покидал. Элементарно навыки самообслуживания он уже осваивает, но где-то ему нужно продолжать помогать, а где-то он уже самостоятельный. Но базу, основу он все равно получил. И если это продолжать развивать после того, как я ушла с программы, это будет работать. То есть с ребенком нужно постоянно работать не только в центре. Когда не бывает результата, когда родитель не работает в других местах, только в центре, нет домашнего задания, не адаптирует ребенка, нет генерализации в других местах. Ну, элементарно. Мы научили ребенка туалету в центре, он ходит, а дома только в памперсе. Или только на унитаз дома, а мама с ним никуда не ходит. Пришли в гости, увидел унитаз, нет, это не тот, мне надо вот тот унитаз, который у меня дома. Да? То есть вот эта вот генерализация обучения ребенка в разной среде, закрепление навыков, его нет. Второй момент, когда это происходит. Когда, как вы уже сказали, у меня завышен запрос к моему ребенку. Мне нужно больше времени. Третий момент, когда у ребенка идет сочетанное серьезное нарушение. То есть помимо аутизма у него серьезное нарушение еще. Вот тогда даже в этих случаях практика показывает, что у деток есть результат. А что за программы раннего вмешательства следует дальше? Смотрите, все очень индивидуально. Если детки маленькие, наша задача, чтобы он все-таки пошел в детский сад. В принципе, как только он к нам приходит, я сразу мамам говорю, детский сад – это 50% хорошего результата. Хороший воспитатель, хорошая нянечка. Идеально. Всегда говорю, не ищите богатые, хорошо устроенные садики. Ищите хорошего воспитателя и нянечку. Оно работает лучше. Второй момент, если ребенок уже немножко подрос, и ему уже ближе к школе, ему поздно к нам пришел, это адаптивный класс. Переходный пункт между школой и детским садиком. То есть детский садик уже все поздно. Ребенок все пошел хорошо, хороший потенциал. И он опять дома сядет? Нет. Давайте в адаптивный класс. Мы его уже готовим к школе. Все очень индивидуально. Одному ребенку адаптивный класс нужен 2 года, другому ребенку полгода, третьему ребенку достаточно год.
Да, то есть я как мама ребенка особенного, я уже вижу, что ой, в 7 лет надо в школу. И мы пошли в 1 класс. У меня стресс, у моего ребенка стресс, педагог не принял. И я как мама, наверное, сделаю такой вывод. Еще рано. Со школы я торопиться не буду, еще рано, но мне нужно еще год адаптивного класса. Хорошо, все. Плюс у нас график такой перехода очень гибкий. Ушел ребенок в адаптивный класс, мама говорит, вот ему нравится у вас. Не вопрос, сделайте это как подкрепление. Ты сегодня позанимался, молодец, теперь идем к тете Голе, или там, не знаю, к тете Насибе, к тете Эле, кто его педагог был, пообщаться, да. То есть ребенок постепенно готовится к этому. Я сама в своей практике видела нормотипичного ребенка, девочка, пошли в 1 класс, из-за того, что мама просто ее не подготовила, что она, да, в школу, да, хорошо, а что там будет происходить? 1 сентября, много деток, и вдруг там такая строгая учительница попалась, все супер, у ребенка был такой стресс, ей было реально плохо, очень плохо. Там не буду подробно рассказывать, что произошло, но мне пришлось с ней уйти, отвезти в наш адаптивный класс. Мы просто дождались ее мамы, я объяснила ситуацию. Она была очень благодарна, и я сказала, с ней надо просто поработать. Расскажите побольше про школу. Все, проблема была решена. 2 беседы, и проблема была решена. Любой ребенок получает стресс, а теперь представляете ребенка с расстройством аутистического спектра. У него всегда идет двойной тариф. Мы просто не всегда это как бы учитываем, принимаем во внимание. То есть моя задача, чтобы мой ребенок после программы раннего вмешательства пошел в обычную его жизнь и стал развиваться дальше. Это детская площадка, это детский садик. Если это школа, то это школа, это друзья. То есть как все мы. Гульчихра. И один еще прям вопрос, это про мифы. Это просто невозможно сейчас опять обойти стороной. Я просто сужу по своим коллегам. Прививки. То есть одна прям такая яро антипрививочница. Она уверена в том, что прививки могут стать причиной развития аутизма. Не триггером даже. А вот он был совершенно здоровый ребенок, я сделала прививку, и у него развился аутизм. Я уже не раз говорила, что причины могут быть разные, но что касается прививок, раньше очень часто думали, что да, прививка может спровоцировать, потому что раньше была КДС-вакцина, сейчас 5-валентная, в составе имеется ртуть, которая провоцирует развитие аутизма. Сейчас уже практика доказывает, что, скажем так, 80 на 20%, 80% что нет. Не всегда прививка может повлиять на развитие аутизма. Она может спровоцировать. Но чтобы вот я сделала прививку, и после этого моего ребенка развился аутизм, нет. Вы посмотрите, сколько деток получат прививки. Но не у всех же аутизм. Почему? Один ребенок сделал прививку, у него развился аутизм, а у другого нет. Все нормально. Он умный мальчик, умная девочка, учится замечательно. Хотя бы первый момент, над которым нужно задуматься. Если я как мама вижу какие-то моменты, что у меня ребенок очень слабенький, да, есть какой-то неврологический статус, или я вижу первые звоночки аутизма, да, я могу взять методвод для того, чтобы проконсультироваться со специалистами, стоит мне делать или нет. Или же, наверное, проконсультироваться, какие прививки я буду делать, а какие я не буду делать вообще или сделаю чуть позже. Это все индивидуально. Но если говорить напрочь, нет, не хочу, не буду, это родитель, он имеет право, пишет расписку, что я не буду. И, естественно, здоровье ребенка под его ответственность. Это все очень индивидуально. Поэтому говорить, что если вы не сделали прививку, у вашего ребенка не будет развиваться аутизм, я сомневаюсь. То есть, если или же наоборот. Если ты сделал прививку, у тебя будет аутизм. Нет, ребята, 100% говорю, нет. Иначе бы весь мир уже. То есть, да. То есть, если этого нет... Оно и не будет. Оно и не будет. То есть, прививка никак не спровоцирует. Нет. А если это есть, спровоцировать может что угодно. Что угодно. И высокая температура просто во время болезни. Конечно. И вот как вы рассказывали о том, что это может быть стать просто обрезание, да? Да. Обычное обрезание. Да. И также поменяли, вот я знаю мальчика, которому просто поменяли горшок, что угодно, поменяли садик. Та же группа, тот же садик, все хорошо, и вдруг воспитательница ушла, пришла новая тетя. Он неделю ждал свою воспитательницу.
И ему реально стало хуже. Пришлось плотненько опять работать. То есть мы на шаг вернулись назад. Заново стали его готовить, что эта тетя тоже будет с тобой работать. То есть с этой тетей тоже хорошо. То есть ей нужно было больше усилий для того, чтобы он с ней тоже сдружился. Все по-разному. И главный вывод. Уделяйте больше внимания своим деткам. То есть следите за ними. Да. То есть все зависит, к какому бы специалисту вы ни попали с ребенком, все зависит от того, как вы сами будете со своим ребенком работать. Да, мне кажется, внимание нужно уделять всем. Всем, да, неважно, там Всем. Он типичный, нормотипичный, нетипичный. Есть какие-то, господи, это просто потому, что он твой ребенок. Да. Это очень важно. Подкаст создан в рамках проекта «Ранние годы. Время возможностей» при финансовой поддержке Института «Открытое общество», Фонд содействия Таджикистана. Содержание подкаста может не отображать официальную позицию Института «Открытое общество», Фонд содействия в Таджикистане. Спасибо.